Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ежегодная акция «Ночь в музее» прошла в Сухуми. В этом году она посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арденба. Бережное отношение к природе как часть культурного кода состоялся научно-художественный фестиваль «Лдзар-фест». Коллектив, который знают, любят и ждут. Ансамбль «Амцепс» единственный в Москве, где можно научиться абхазским танцам. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Бадра Гунба произвел сегодня ряд кадровых назначений. Указами главы государства назначены Квицини Льва Константиновича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, Логу Астамура Омаровича министром туризма Республики Абхазия, Боджго Баграта Фазлибеевича председателем Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации, Берулава Роланда Федоровича председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, Ахуба Адамыра Мироновича начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру, Гвинджа Романа Хакибеевича начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия. Указом президента Абхазии Бадры Гунба генерал-майор Дбар Дмитрий Сергеевич освобожден от должности начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия. Другим указом главы государства Дмитрий Дбар назначен председателем службы государственной безопасности Республики Абхазия. Первым заместителем руководителя администрации президента Республики Абхазия назначен Шамба Дмитрий Михайлович. Заместителем руководителя администрации президента Республики Абхазия назначен Айба Батал Эдуардович. Президент Бадра Гунба в селе Мгудзархуа ознакомился с ходом ремонтных работ на нескольких объектах. Была заменена кровля в Мгудзарской школе площадью 60 квадратных метров. В доме семьи Еник также заменили 340 квадратных метров кровли. Бадра Гунба посетил Гудаутскую больницу, где установлен компьютерный томограф. Необходимо заменить рентгеновскую трубку. Глава государства пообещал, что в ближайшее время будут подписаны все необходимые документы. Кроме того, президент Бадра Гунба посетил администрацию села Лыхны. Он осмотрел одно из помещений здания, которое планируется отремонтировать под спортивный зал для занятий вольной борьбой. Сегодня проинспектировали ход восстановительных работ. Считаю, что в течение 1,5 недель все необходимые работы по ликвидации последствий урагана будут завершены. Побывали в селе Лыхны. Есть обращение от жителей села об открытии там спортивного зала, борцовского зала. Даны поручения подготовить помещение и к 1 сентября создать условия, чтобы спортивная секция открылась в здании администрации села. Сейчас мы находимся в Гудаутской больнице. Более 1,5 лет здесь не работает аппарат компьютерной томографии. Аппарат, который действительно очень важный для пациентов. За все время существования компьютерного томографа в Гудауте более 8 тысяч граждан наших обратилось в больницу за проведением исследований профессиональных, высокотехнологичных, и его отсутствие создает неудобства для наших граждан. Поэтому принято решение, даны поручения. Уже буквально на следующей неделе мы заключим контракт на приобретение необходимого оборудования для восстановления компьютерного томографа. Для понимания, это оборудование довольно-таки дорогостоящее, более 10 миллионов, если быть точными, более 11,5 миллионов такого рода оборудования стоит. Но это то, на чем мы не собираемся экономить, это то, что касается непосредственно здоровья граждан нашей страны. Еще вы дали поручение по укреплению дороги. Что это за участок? Да, дорога, которая от центральной трассы ведет в село Лыхны. Вы знаете, что там тяжелая ползливая ситуация. Даны поручения привести эту дорогу в порядок. Думаю, что через месяц-полтора мы уже готовы будем приступить к реализации этого проекта.
17 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на портале правовых актов. Претендентам на российское гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в Российской Федерации, знанию русского языка и российской истории. Получить российское гражданство могут граждане от 18 лет, обладавшие абхазским или юго-осетинским гражданством на момент признания республик 26 августа 2008 года и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство России. Граждане Абхазии и Южной Осетии, постоянно проживающие на территории республик, могут подать заявление в диппредставительство Российской Федерации в этих странах. Если они уже проживают в России, то смогут обратиться в территориальные органы МВД Российской Федерации по месту своего пребывания или жительства. Сложно переоценить значение указа президента России Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии, заявил в эфире радио «Спутник» глава МИД Олег Барциц. Он напомнил, что договоренность об этом была достигнута на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Бадры Гунба. Компетентным органам России еще предстоит выработать технические условия выдачи гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, добавил Барциц. Иностранные граждане с 30 июня обязаны за 3 суток до въезда в Россию зарегистрироваться на госуслугах и получить QR-код, сообщило правительство Российской Федерации. Система касается всех безвизовых иностранцев, включая граждан стран ЕАЭС, кроме граждан Беларуси. Новая мера призвана усилить контроль за миграцией. От регистрации также освобождаются дети до 6 лет, лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание или видом на жительство. Инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией должно защищать права и капитал инвесторов. Стороны найдут необходимые формы для их защиты. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач в интервью ТАСС в рамках форума «Россия. Исламский мир», проходившего в Казани с 13 по 18 мая. Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщал, что Россия и Абхазия пересмотрят свое инвестсоглашение. Будет обеспечен баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса республики. Парламентский комитет рекомендовал к принятию законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. На заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели 3 законопроекта. Об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, о государственной пошлине, о предотвращении легализации, отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Целевая программа развития сельского хозяйства дает хороший результат, однако есть проблема с дефицитом средств. На рассмотрение в Минсельхоз поступило 487 проектов на сумму около 293 миллиона рублей, что превышает лимит по бюджету почти на 163 миллиона рублей. Об этом стало известно в ходе еженедельного рабочего совещания в аппарате Минсельхоза, в котором принял участие вице-премьер Вараздат Минасян, курирующий работу министерства. Министр Беслан Джопуа и члены комиссии по реализации программы развития сельского хозяйства 2025 доложили о проделанной работе. Для изучения проектов на местах было создано 11 рабочих групп. На прошлой неделе все рабочие группы завершили поездки по селам. Еще одна проблема связана с кадровым дефицитом. Для реализации проектов по растениеводству республика нуждается в питомническом хозяйстве, где будут выращивать местные саженцы фруктов и субтропических культур. Министр юстиции Абхазии Андрей Барциц принимает участие в 13-м Петербургском международном юридическом форуме. 19 мая в Санкт-Петербурге начал работу 13-й Петербургский международный юридический форум, крупнейшая правовая площадка, объединяющая представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Форум проходит с 19 по 21 мая. Главной темой форума в этом году стало право, уроки прошлого для мира будущего. Председатель Конституционного суда Диана Пели и омбудсмен Анас Кишмария также принимают участие в работе 13-го Петербургского международного юридического форума, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Трагическая весть с дорог Абхазии. Один человек погиб в результате ДТП, произошедшего на республиканской трассе в районе села Псахара, сообщил Апснепресс начальник УГАИ МВД Дамир Авицба. Хакба Дамир Станиславович, управляя автомобилем марки «Тойота», ехал из Гагры в направлении Сухума. Увидев собак, он вывернул рулевое управление в левую сторону и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль занесло. Хакба совершил столкновение с автомобилем марки Hyundai Santa Fe. В результате столкновения автомобиль Toyota перевернула на автомобиль марки Audi A6, ехавший в сторону города Гагра. В результате ДТП Хакба был доставлен в реанимационное отделение ЦРБ города Гагра, где скончался от полученных травм. В Гагрскую больницу также были доставлены водитель Hyundai Вячеслав Щуренко и его пассажир Надежда Щуренко. Продолжаем выпуск. МВД предписывает администрации размещать на дверях знаки, запрещающие вход с оружием в рестораны, кафе, на свадьбы и другие публичные мероприятия. Посещение этих мест с огнестрельным оружием недопустимо, заявляет в МВД. В целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения возможных инцидентов, связанных с применением оружия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия усиливает контроль за соблюдением правил ношения и хранения огнестрельного оружия. Особое внимание уделяется запрету на его ношение в общественных местах. В частности, администрации ряда заведений обязывают размещать знаки, четко обозначающие запрет на вход с оружием в рестораны, кафе, на свадьбы и другие публичные мероприятия. Посещение этих мест с огнестрельным оружием недопустимо. Сотрудники милиции проводят регулярные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения правил ношения оружия. Один из таких рейдов прошел в городе Сухум. Подобные мероприятия проводятся по всей республике. Важно помнить, что за хранение незарегистрированного оружия предусмотрена уголовная ответственность. Нарушение правил ношения зарегистрированного оружия влечет за собой административное наказание. МВД призывает граждан соблюдать установленные правила, а также проявлять бдительность, сообщая о любых подозрительных случаях, связанных с незаконным оборотом оружия. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, которые жители складируют на тротуарах и проезжей части. Глава столицы Тимур Аграба поручил городским службам ужесточить контроль за этим. Складировать свои стройматериалы, мешки цемента, доски и прочий материал на тротуаре, загораживая передвижение пешеходов, и высыпать песок, например, прямо на дорогу, нельзя. Если в течение недели не будут убраны стройматериалы, их будут конфисковывать и вывозить на склад, отметил помощник главы Сухума Константин Тарба. Он подчеркнул, что вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходных дорожек. Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф. Международная акция «Ночь в музее» прошла в Абхазии 18 мая. В этом году акция посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Владислава Арзенба. Все музеи страны открыли свои двери для посетителей и подготовили тематические экспозиции и мероприятия. Мы побывали в 3 столичных музеях: в Абхазском государственном, Музее боевой славы и литературно-мемориальном музее Дмитрия Гуля. Подробнее Надежда Боровикова. Государственный музей боевой славы имени Арзенба встречает гостей уникальным экспонатом. Служебную «Волгу» первого президента Абхазии 10 лет назад подарила музею компания «Амобайл». Международная акция «Ночь в музее» в этом году посвящена 80-летию со дня рождения Владислава Арзенба. Подготовили 75 фотографий. Конечно, не все здесь поместилось. Мы не успели посчитать, сколько мы здесь поместили, но осталось где-то вот порядка 10 фотографий. Автором этих фотографий, как вы знаете, наш известный любимый фотограф Владимир Попов, который является кладезью архива. И вот нам любезно предоставил свои фотографии своего архива. Постоянно действующий зал у нас есть в Владиславе, и еще один зал тоже подготовлен для сегодняшнего дня. То есть мы этот зал подготавливали к 4 марта, к Дню памяти о Владиславе, но сейчас мы немного расширили, добавили что-то, убавили что-то, и тоже вот
подготовлен к этому дню. Абхазский государственный музей презентовал экспозицию «Все мы родом из детства». Это традиционные абхазские игрушки, люльки, предметы быта, связанные с уходом за ребенком. Почему так называется именно эта выставка? Если на абхазском «Ихчумка и духахяда». Это даже больше подходит, если вот прямым переводу, вот именно люлька воспитала, конечно, очень многих интересных людей. Это, может быть, великие люди, да, вот начиная от древности, если вот взять наших известнейших руководителей, это в том числе и Владислава Ардзенба. И, конечно, интересна выставка тем, что здесь мы видим, какие у нас люльки, самые древние, показываем люльки. И, конечно же, благодаря нашей сотруднице, смотритель, вот как раз-таки в отделе этнологии, зовут ее Манана Каджая, которая сохранила уникальные предметы именно для укрытия, так скажем, разные детали, которые, в общем-то, хранилась долгое время от своих детей. Она так сказала, что вот в дар музею отдает, и это стимул даже вот, вызвало даже как бы накрыть несколько люлек даже. Обычно это, знаете, приданное, это долго собирается, и поэтому одну люльку собрать это очень сложно. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия подготовил выставку фотографий знаменитых цитат Владислава Ардзенба. Кроме того, в небольшом зале музея прошел вечер памяти Владислава Ардзенба, где его коллеги, друзья и однополчане делились воспоминаниями о первом президенте. Мы решили собрать сегодня вечером, вот именно ночью, к себе в гости коллег, друзей, тех, кто лично знал Владислава Ардзенба, работал с ними рука об руку, и те люди, которые могут рассказать о нем как о живом человеке. Мы пригласили Вячеслава Чирикова, мы пригласили и других, Тали Джопа, Ардашуба, и других людей, которые, Аслана Авицба, который писал очень много о жизни, о творчестве Владислава Ардзенба. Мы пригласили боевых друзей, таких как Аслан Кобахия. Мы пригласили в прошлом археолога нашего Батала Кобахия, который еще со студенческих лет прекрасно знал Владислава Ардзенба. Вот и многих других. Здесь есть и уже пришла Лиана Кварчелия, которая была переводчицей в самые сложные времена. Вы знаете нашу историю. И вот таких вот Аида Ладария должна прийти. Это люди, которые работали рядом с Владиславом долгие годы. Показ нового фильма режиссера Ибрагима Чкадуа, снятый специально к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзенба, также прошел в музее Гулия. Все музеи страны в этот день постарались разнообразить свои мероприятия песнями и стихами о Владиславе, национальной музыкой и танцами. Словом, сделали все, чтобы международная акция «Ночь в музее» стала настоящим праздником памяти первого президента Абхазии. Надежда Боровикова, Сосрека Духа, Абазатова. Выставка фотографий авторства Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзенба открылась в Доме Москвы в Сухуми. На ней представлено 19 снимков, сделанных российским фотографом в разные годы в домашней обстановке, на отдыхе и за работой. Сергей Лидов признался, что открытие выставки вызывает в нем чувство восторга и печали, потому что это был не только президент Абхазии, но это был мой друг, очень хороший и гениальный человек. Директор Центрального выставочного зала Союза художников Республики Абхазия Эльвира Арсали будет представлять Абхазию на международном форуме «Интермузей» в Москве. В качестве спикера она примет участие в дискуссии на тему «Просвещать и вовлекать, как и о чем разговаривают разные музеи с посетителями», который пройдет 22 мая в Новой Третьяковке. Бережное отношение к природе как часть культурного кода. Научно-художественный фестиваль «Лдза-фест» прошел в Сосновой роще села Лдза Гагарского района. Он посвящен связи природы, культуры и науки. Сотни людей посетили лекцию по экологии, выставки, ярмарку продукции местных предпринимателей. Большое внимание привлекли выступления Государственной хоровой капеллы и ансамбля народных инструментов Абхерца. Подробности у Заура Кварчия.
Сосны, морской воздух и голоса под кронами деревьев. Так начинался ЛДЗА-фест, первый научно-художественный фестиваль в селе ЛДЗА, прямо в сердце Пицунской рощи. Здесь люди собрались, чтобы иначе взглянуть на мир, через искусство, науку и живое общение. В каждом шаге фестиваля напоминание о хрупком богатстве, которое нас окружает. Главное понять, экология не абстракция, а часть того, как мы живем каждый день. Добро пожаловать всем, кто сегодня присутствует на нашем фестивале. Мы уверены, что этот фестиваль фестиваль проходит первый раз у нас в селе. Мы уверены, что всем понравится. Будем рады видеть всех. Конечно, очень важно для нашего села это проведение. Оно проходит впервые, как мы подчеркиваем. И люди просто должны увидеть нашу красоту. Началось все с группы инициативных ребят, влюбленных в это место. Вокруг них собрались единомышленники, а уже через месяц идея переросла в целый фестиваль с лекциями, мастер-классами, арт-объектами и вечерним концертом. София Дбар, одна из участников организаторской команды, говорит, что ЛДЗА-фест стал возможен благодаря общей энергии и желанию изменить что-то к лучшему. Мы давно друг друга знаем, нас всех объединяет любовь к этому месту. Поэтому их хороший пример в данном плане стал таким заразительным. У нас собралась достаточно большая команда людей, которые впоследствии, собственно, и организовали данное мероприятие. Сегодня нас посетит достаточно большое количество людей. Нам хочется, чтобы они также посмотрели вокруг себя и поняли, что нас окружает что-то невероятное. И это, наверное, про формирование экологической культуры в том числе, потому что, поскольку наша концепция, она непосредственно связана именно с экологией, мы хотим, чтобы люди понимали, насколько это важно. Сегодня у нас все говорит об этом, все буквально дышит экологией. И хочется, чтобы какая-то мотивация у человека возникла, и когда он покинет это место, возможно, даже какие-то эко-привычки в его жизни появятся. Может, он начнет сортировать мусор или, не знаю, будет сдавать батарейки на переработку, а не выбрасывать. Ну, то есть что-то, что поможет сохранить нашу природу. Природа и забота о ней в центре всего. В научной зоне под открытым небом проходят лекции. Первая от Сабины Лободы, директора Пицундо-Мюсерского заповедника. Она не только рассказывает об истории этих мест, но и напоминает, чтобы сохранить реликтовую рощу, нужно в первую очередь осознавать ее хрупкость. Основные проблемы в Пицундо-Мюсерском заповеднике возникают из-за антропогенной нагрузки. Зачастую это из-за отсутствия у людей какого-то понимания, как обращаться с природой, какой вред они наносят теми или иными действиями. Наша задача заповедника – как можно больше говорить об этом, напоминать, потому что по практике мы видим, что люди не с первого раза понимают информацию, им нужно повторять. Поэтому такие мероприятия – это самый лучший способ донести до людей, в чем важность подобных территорий, как они могут помочь, даже просто тем, что они не вредят, да, там, мусор не выкидывают, не вытаптывают под рост. Если они будут знать, как выглядят как краснокнижные растения, они не навредят природе. То есть это самый верный путь к осознанию людей, в чем важность нашего заповедника. На одной из площадок настоящий хендмейд-процесс. Волонтеры из организации «Абхаздеск» учат гостей делать бумагу вручную из переработанной макулатуры. Каждый лист как новый шанс для дерева не быть срубленным. И каждый участник как автор этой истории. Здесь примеры того, что мы уже сделали, наши открытки, наша бумага разноформатная, разного цвета. Сертификаты мы очень хотим, чтобы люди взяли за привычку не покупать уже готовые грамоты, например, и сертификаты, а делать свои, уникальные, со своим дизайном. Хотелось бы, чтобы меньше деревьев срубали, и каждый раз бумагу можно было бы перерабатывать. А бумагу можно перерабатывать очень много раз. Так что мы за то, чтобы меньше деревьев срубалось и тем самым сохраняли природу. Можно ли вдохновлять, не используя новых ресурсов? Художник Николай Завертайло доказывает, что может. Его арт-объекты собраны из вещей, которые обычно выбрасывают. Под ветром между соснами они будто оживают, словно сама природа становится частью инсталляции. Здесь я уже нахожусь в Абхазии с июня прошлого года. И идея была такая, мне сделать такой экологический проект. Какие-то заброшенные здания,
какие-то разрушенные конструкции превращать в арт-объекты. Как-то это так получилось, что мне стало мало места вообще выставляться в галереях и участвовать на выставках. Просто свободные материалы, они дают возможность какого-то более широкого применения вот своим вот этим навыкам живописным. Это куски ламината, которые мне достались случайно. Люди выбрасывали, я просто забрал. И вот из них я сделал такие живописные панно. Они могут быть и как панно, вот в гостинице, вот пробовали даже мы в гостинице вешать, просто их немножко поаккуратнее сделать. А здесь как бы вот эти вот движущиеся объекты, там вот такое крепление, которое дает возможность как бы им еще и в динамике тут с ветром сотрудничать. Рядом другая форма искусства, традиционные вкусы. Домашняя аджика, компоты, варенье. На ярмарке можно не только попробовать, но и пообщаться с теми, кто сохраняет старинные рецепты. Предпринимательница Диана Габня уверена, что местный фермерский труд – это тоже вклад в экологию. Сегодня мы взяли с собой всю свою продукцию. Это соусы, аджика, джемы, снеки, компоты. Также предлагаем людям попробовать. Ой, все очень хорошо, очень приятно. Помимо работы, здесь еще очень много приятных знакомств. Помогают, да, люди здесь и есть и гости тоже покупают, пробуют и увозят с собой. А вечером звучание, пронизанное корнями. Сцена будто растворяется в пространстве рощи, когда звучат голоса государственной хоровой капеллы Абхазии и ансамбля народных инструментов Абхарца. Музыка наполняет пространство, точно пробуждая лес. Среди гостей актер и сценарист Руслан Шакая. Он считает, что такие фестивали могут изменить сам взгляд на родную землю. У нас много чего есть, но экология – это основное. Люди со всего мира приезжают, чтобы посмотреть на нашу природу, полюбоваться, отдохнуть. Но сегодня такая, наверное, пробная версия, но чтобы в будущем, условно, неделю проходил, да, и это и для гостей страны было бы хорошо, и для местных, чтобы именно вот эта роща, она не была просто пляжем, да, а таким культурным местом, где люди могли бы обмениваться там своими знаниями, технологиями и так далее, производством. Вот здесь сыр изготавливают, молочный завод здесь, да, представлен, и так далее. Ремесло, все приятно наблюдать за этим. И то, что но в основном это молодые все сделали. Респекты. И не только местные жители приходят сюда. Туристы, оказавшиеся рядом, отменяют экскурсии, чтобы стать частью этого события. Атмосфера здесь располагает к главному, к чувствованию. Мы здесь недалеко в отеле остановились, узнали, что здесь проходит экотусовка. Мы сами за природу, любим лес, любим море, любим чистоту, поддерживаем всегда окружающую среду. Сегодня мы отменили важную для нас экскурсию для того, чтобы оказаться здесь, в этом месте. И интересно вообще, мы в Абхазии в первый раз. И на таком мероприятии мы в первый раз, соответственно, поэтому все круто, классно, нам нравится. Вот уже сделали первое приобретение, вклад вашу заботу о природе. Организаторы надеются, что Лдзаа-фест станет доброй традицией, пространством, где будут встречаться ученые, художники, фермеры, мастера и просто неравнодушные люди, чтобы каждый раз напоминать себе, как много нам дает природа и как важно это сохранить. Уже некоторые ребята, которые записаны и на следующий год. То есть мы понимаем, что и надеемся, что сегодня у нас все пройдет хорошо, и данный фестиваль станет хорошей традицией, будет проводиться ежегодно, и наши локации, ярмарка, научная часть, художественная, они тоже расширятся, потому что у нас много молодых художников, у нас много молодых ученых, и все готовы принять участие, помочь. Самобытная природа Абхазии с древних времен формировала образ жизни и мышления ее народа. Бережное отношение к земле, воде и деревьям не просто экологический принцип, а часть культурного кода. Здесь испокон веков природу не покоряли, а уважали, в ней видели равную силу. И именно к этой утерянной связи фестиваль Лдзаа-фест помогает прикоснуться вновь. Заур Кварджа, Инала Гухава, Абаза ТВ.
Уступив лишь МГУ, студенты АГУ заняли второе место на Международной олимпиаде, сообщает отдел информации и медиакоммуникации университета. 16 мая студенты экономического факультета Абхазского государственного университета успешно выступили на 10-й Международной студенческой олимпиаде по истории экономических учений, проходивших в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. По итогам напряженной борьбы с серьезными соперниками с отрывом в несколько баллов команда экономического факультета АГУ заняла второе место, уступив лишь команде экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема олимпиады – меркантилизм, начало экономической науки к 410-летию книги Монкрентьена «Трактат политической экономии». Второе место в сегодняшнем сегодняшней олимпиаде, сегодняшнем мероприятии занимает команда Абхазского государственного университета. Совокупное количество баллов 38,8. Команда неизменно демонстрирует одни из самых устойчивых, ровных, выдающихся возможностей, навыков. В первом туре, как вы понимаете, это безусловный лидер, практически в таком формате танка-терминатора. Во втором туре блестящие вопросы, как всегда, в своем фирменном стиле, с видеоиллюстрациями, с хорошим уровнем подготовки. Вопросы, которые выпадали на долю команды Абхазского государственного университета, они были очень сложными, но команда не растерялась и всегда, в общем-то, если давала правильный ответ, то была максимально к нему близка. Поэтому сегодня второе место и, в общем-то, один из самых высоких результатов, собственно, следующий уровень, это уже там первое место с точки зрения количества баллов. Значит, команда рассчитывает, собственно, всех обозначить. Адлеева София Зауровна, Голландия Нестор Дмитриевич, Семененко Анна Сергеевна, Кучуберия Эльвира Рустамовна, Маркосян Рима Артушевна, Кварацхелия Александр Львович, Кир Леварсан Муртазович, Савгея Даниил Мурманович, Квиквицкия Николя Эдуардовна, Гудалия Даниэла Муравова. Спасибо, дорогие друзья. Ансамбль «Амцабс» единственный в Москве, где можно научиться абхазским танцам. Коллективу всего 13 лет, но за это время здесь обучились сотни детей. Сейчас в Амцабсе танцуют около 100 человек. Это дети от 3 лет и подростки. Все они выходят на сцену, а некоторые задействованы в спектакле Никиты Михалкова «12». Наши корреспонденты побывали в гостях у ансамбля. Репортаж Марианы Котовой. Мы находимся в Москве, в Черемушках. Каждую субботу и воскресенье здесь звучит абхазская музыка. Это дети и подростки. Абхазы, русские, армяне, азербайджанцы разучивают абхазские танцы. Как у них это получается, мы сейчас посмотрим. Как рассказывает худрук ансамбля Лаша Марухба, когда амцев участвуют в концертах или фестивалях, говорят: «О, абхазы приехали!» И это значит, что и зажигательные танцы знают, любят и ждут. Ну, приятно, конечно, и когда ты слышишь уже сколько лет, и ты слышишь на чужбине, где-то на концерте свою родную музыку, которую ты как бы слышишь, да, постоянно, но ты уже когда со стороны смотришь за кулисы или зрительный зал, это, конечно, приятно, это гордимся этим. В Москве это единственный ансамбль, где обучают абхазским танцам, а также почти всем кавказским. Это выгодно отличает Амцабс от других московских коллективов. Студии танца и школы, и ансамблей много, но абхазского танца нет. Мы единственные. Это уже наш плюс. Как привлечь детей других национальностей? У нас, как вы видите, есть много разных национальностей. Тем, что у нас большой репертуар. У нас танцы не только абхазские, у нас есть там и армянские, и азербайджанские, и чеченские, и осетинские. Этот огромный репертуар, 13 полностью поставленных танцев и с костюмами, я считаю, это такой большой бонус, чтобы выбрать именно наш ансамбль. Обучаются здесь дети и подростки самых разных национальностей. Амин Алиев – азербайджанец. В ансамбле абхазского танца его самый любимый номер – чеченский. По словам юноши, он любит танцевать, потому что это позволяет расходовать энергию, которой так много в этом возрасте.
Больше всего мне нравится чеченский танец, потому что он более такой зажигательный и энергичный. Мне очень нравится абхазская культура, абхазские танцы. Я сам являюсь солистом абхазского танца. Танцы, на самом деле, мне очень помогают выражать свои эмоции, чувства. То есть я сюда прихожу, я чувствую себя как дома, я выдаю самого себя, и мне это нравится делать. Амцепс – это не только про танцы. Здесь дети учатся дружить, находят поддержку в таком непростом переходном возрасте, формируют собственное «я». Ну, мама меня привела, когда мне было 4 или 3 года. Вот. И в этом ансамбле я нашла друзей, нашла поддержку, хорошего педагога. Вот. И именно здесь я чувствую заботу и любовь, которая очень важна. Мне нравится танцевать, потому что танец выражает эмоцию лучше, чем слова иногда. Очень нравится выступать. С детства любила выступать на большой сцене. Многие из этих ребят танцуют в ансамбле почти столько же, сколько он существует. 13 лет здесь воспитываются ребята, которые вместе с обучением абхазским танцам поддерживают связь с родной культурой, даже будучи далеко за пределами родины. Абхазы, если хотя бы чуточку есть что-то родное, близкое, они должны понимать эту значимость, потому что, ну как сегодня, ну сами понимаете, это не секрет, язык уже как бы немножко, как бы сказать, мягко теряем. Если мы сегодня будем терять и наши танцы, и наши песни, и нашу культуру, то, конечно же, это трагедия. И я думаю, что да, это актуально, люди приходят, да, не сразу, да, это как-то чуть-чуть идет немножко вальяжно, но я надеюсь, что они будут это понимать, и в дальнейшем наш коллектив, большее количество людей будет посещать. И именно, конечно же, да, мы рады всем, но, конечно же, хотелось бы, чтобы наши абхазы участвовали и принимали участие вот в нашем коллективе. Все эти дети – москвичи, но абхазские воспитанники ансамбля «Амцепс» каждое лето проводят в Абхазии. Общаются с местной молодежью и друг с другом. Еженедельные занятия танцами помогают поддерживать ментальную связь с родиной. Мне очень важно чувствовать себя абхазцем, будучи в Москве. Народные танцы как бы помогают мне не ассимилироваться среди населения тут. Я помню о своих корнях, как бы, о том, что я абхаз, и это помогает мне дальше жить, будучи абхазом. Один из главных вопросов, что нас всех объединяет здесь, это, конечно, любовь к своей культуре, любовь к своему народу, ну и любовь к танцу, соответственно. Все эти дети уже артисты, они выступают на большой сцене. Многие из них в спектакле Никиты Михалкова «12». В 2007 году вышел фильм «12», где одну из ролей сыграл Лаша Марухба. Теперь его воспитанники играют в одноименной театральной постановке. Но самое главное наше достижение, конечно, это участие в спектакле Михалкова «12». Мы завершаем его спектакль танцем и гастролируем. Мы уже были в 35 городах России, и не только России. Наши зарубежные гастроли были в Сербии, в Узбекистане и в Беларуси. И еще планируется в следующем году. Так что эти дети, благодаря гастролям, повидали и эту страну. Конечно, мы надеемся, что они к себе на родину тоже приедут с этими гастролями. Принимают в Амцепс с самого раннего возраста. Среди его воспитанников есть и совсем малыши. Занятия танцами помогают детям быстрее научиться владеть своим телом, чувствовать музыку и ритм, а также дисциплинируют. Эти ребята уже большую часть своей жизни танцуют. Ну, мне очень нравится Горский, потому что там выступает много человек, и иногда некоторые хлопают, там еще некоторые выходят на барабанах, некоторые там танцуют перед всеми. Меня зовут Алена, фамилия Аджба, я люблю больше всего танцевать. Амцепс – единственный ансамбль в Москве, где обучают абхазским танцам и традиционной игре на барабанах. Всего 2 занятий в неделю хватает, чтобы за несколько лет добиться подобных результатов. Как говорят хореографы, дело не только в мастерстве преподавания, но и в желании самих ребят и тяге к традиционной культуре родной земли. Марьяна Котова, Валерий Криквискири, Абаза ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды.
Во вторник, 20 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков, поздним вечером местами возможен дождь, туман. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24. Температура морской воды плюс 14. Волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха 50-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.